Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. С вами Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите в этом выпуске. Вопрос жизни. Больным сахарным диабетом не хватает бесплатных лекарств. В чем проблема и есть ли решение? Самое мобильное и оснащенное подразделение Росгвардии сегодня исполнилось 66 лет организации вневедомственной охраны. Первичка или вторичка? Как сделать правильный выбор перед покупкой квартиры? Что говорят эксперты и специалисты в области недвижимости? 100 лет комсомолу. По стране проходят торжественные события. В честь этой знаковой даты сюжет из Алдана. Шерп в Нерюнгре. Сверхпроходимый транспорт попробовали в Якутии. Как себя показывает техника? В Индонезии разбился пассажирский самолет. Обломки найдены в море. На борту находились 189 человек, рассказывает Алена Островская. Пассажирский Боинг 737 в понедельник разбился неподалеку от индонезийского острова Ява. Лайнер авиакомпании Lion Air направлялся в город Пангкалпинанг на Суматре. Судно пропало с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили в Министерстве по ликвидации последствий катастроф, на борту находились 189 человек, включая 10 членов экипажа. Как рассказал глава Комитета по безопасности на транспорте, обломки самолета обнаружили в Яванском море. В предполагаемой зоне крушения ведутся поисково-спасательные работы. Мы используем сонар, затем направим дайверов, чтобы определить местонахождение черного ящика. Надеюсь, мы найдем его. Родственники пассажиров и членов экипажа прибыли в аэропорт Джакарты в надежде услышать хоть какие-то известия. Представитель авиационных властей Индонезии сообщил, что прямо перед тем, как с самолетом пропала связь, борт запросил возвращение на базу, и диспетчер дал добро. В Lion Air заявили, что оба пилота имели суммарный налет 11 тысяч часов. Производитель лайнера, компания Boeing, сообщила, что пристально следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы. Еще одно крушение произошло в Великобритании. Катастрофу потерпел вертолет через час после окончания футбольного матча Лестера и Вест-Хэма. О том, кто точно находился на борту судна, долгое время официально не подтверждали. Были предположения, что там мог быть президент клуба Лестер. Влад, появилась ли точная информация по этому происшествию? Да, Юля, уже точно подтвердили, что вертолет взлетел с футбольного поля, упал на клубную парковку в 200 метрах буквально от стадиона и взорвался. Глава Лестера все-таки был на борту. Вместе с бизнесменом, владельцем клуба Вишаем Шриваданап Рабха погибли двое его сотрудников. Также в вертолете был пилот, его девушка. Причины инцидента устанавливаются. По предварительным данным, ею мог стать отказ хвостового винта. Шриваданап Рабха занимал 9-е место в списке богатейших людей Таиланда по версии Forbes. Бизнесмен приобрел Лестер в 2010 году за $50 миллионов, когда команда переживала не лучшие времена. Ну а спустя 6 лет клуб впервые в истории стал чемпионом премьер-лиги в сезоне 15-16. Клубы премьер-лиги сейчас приносят свои соболезнования Лестеру Сити. Сегодня на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста Николая Караченцева. Близкие, коллеги и поклонники простились с ним в стенах его родного театра «Линком». Сердце Николая Караченцева остановилось за день до своего 74-летия 26 октября. Актер сыграл свыше 100 киноролей. Наибольшую известность ему принесли картины «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов». Все трюки в приключенческих лентах он исполнял сам, без каскадеров. Переходим к новостям республики. Больным сахарным диабетом не хватает бесплатных лекарств. Этим их должно обеспечивать, как известно, государство. Из-за этого больные вынуждены покупать таблетки с рук, либо обращаться к аналогам. Диабетики указывают на то, что такая ситуация происходит время от времени. Особенно с этой проблемой сталкиваются жители отдаленных районов республики. В теме разбирался Дмитрий Тымыров.
Житель Усьмаи Егор Егорович узнал о своем диагнозе в 2007 году. Тогда 50-летний мужчина не знал, как с этим дальше жить, пока случайная встреча с врачом-эндокринологом не изменила его отношение к своей болезни. И она мне объяснила, что бороться с этой болезнью не надо, надо дружить и совместно жить. С тех пор началась беготня по больницам. Сегодня он, как и все больные диабетом, получает бесплатные медикаменты. Однако порой получить их не так-то и просто. Бывают случаи, когда лекарства попросту заканчиваются. Кроме инсулина, укола, есть еще таблетки. Есть такие лекарства, которые ты принимаешь уже. Вот тут и вопросы появляются. Они с большими перерывами поступают. Причину я не знаю, не разбирался. Все время говорят, денег нету. В Министерстве здравоохранения отметили, что подобные случаи в республике хоть и не часто, но все-таки происходят. И тогда на кону человеческие жизни, а причины перебоев весьма банальные. Здесь можно отметить, так же, как я сказала, что тендер проводится от 2 до 3 месяцев, то есть начиная от планирования плана закупок до поступления препарата, довольно-таки срок большой, 3 месяца проходит, поэтому перебои могут быть. Перебои могут быть иногда, когда появляется новый больной, то есть на него это не было рассчитано. Из-за этого тоже могут быть. В этом случае число заболевших сахарным диабетом с каждым годом только растет. Лишь за последние десятилетия эта цифра в республике выросла в разы и сегодня составляет более 20 тысяч человек. Ежегодно практически заболевают сахарным диабетом 2-го типа порядка 2000 человек в республике. Это 2-й тип диабета. 1-й тип – это совершенно другое заболевание. Это заболевание, которое у молодого населения характеризуется абсолютным дефицитом инсулина, и рост данного заболевания не наблюдается у нас в республике. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Сегодня исполнилось 66 лет организации вневедомственной охраны. Сейчас эта служба считается одной из самых технически оснащенных и профессионально мобильных в структуре Росгвардии. С ветераном службы беседовал Александр Зубехин. Семену Ивановичу 96. Он ветеран внутренних дел. Начинал свой путь руководителем в трудное для страны время. Тогда после смерти Сталина многих осужденных выпустили из колоний. Страшно тогда то было, почти до война. Каждую ночь убийства, ограбления, с этим мы боролись. За 25 лет службы на объектах, которые охраняли подчиненные Семена Ивановича, краж допущено не было. Тогда и сейчас, считает Колтовский, человек, который пришел на службу во вневедомственную охрану, должен обладать главными качествами. Люди должны в органах прийти, никакой корыстных села, не орада, одежда, нет. Чисто кристальный, честный человек, преданно служит стране, в которой мы родились, которая наша страна, у нас коль подбивает. С 2016 года вневедомственная охрана является структурным подразделением войск Национальной гвардии России. Ее основные задачи – охрана имущества и объектов, пресечение совершаемых в отношении них правонарушений и преступлений. Охрана осуществляется путем оперативного реагирования на сигнал пожарно-охранной и тревожной сигнализации. Тревога. Здесь всплывает вот здесь адрес, где сработало, что сработало. И после поступления сигнала по районам направляем автопатруль группы задержания по рации. Сегодня сотрудники вневедомственной охраны используют современную аппаратуру и экипировку. При несении службы сотрудники группы задержания экипируются бронежилетом 2-го класса защиты и бронешлемом 2-го класса защиты. А также у каждого сотрудника имеется табельное оружие, пистолет Макарова 9-мм. При применении оружия снимается с предохранителя, досылается патронник и производится выстрел. В целях поддержания уровня боевой готовности сотрудника на постоянной основе проводятся занятия на силу, на выносливость, также занятия по боевым приемам самбо.
По огневой подготовке проводится на регулярной основе, на постоянной основе занятия из пистолета Макарова и также занятия по применению огнестрельного оружия автомат Калашникова. В своей работе сотрудники вневедомственной охраны используют и вот такие автоматы Калашников, которые применяются для поражения целей на дальних расстояниях. Поэтому сотрудники должны уметь пользоваться и этим видом оружия. На сегодняшний день вневедомственная охрана Якутии охраняет 6000 объектов различной формы собственности. Занимает второе место в России по Дальнему Востоку. Входит в 20-ку лучших подразделений Российской Федерации. Идет наращивание группировки по всей республике. Хотел бы поздравить всех коллег, ветеранов нашей службы с нашим профессиональным праздником, пожелать успехов, здоровья, удачи. Вопреки все, что происходит вокруг нашей службы и нашей республики, и в целом по Российской Федерации у нас все хорошо и будет еще лучше. Александр Зубихин, Семен Семенов, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Первичка или вторичка? Как сделать правильный выбор перед покупкой квартиры? Что говорят эксперты и специалисты в этой области? Навигация завершилась. В Ленский речной порт пришло последнее судно из Осетрова. Как речники оценивают сезон? Шерпы в Нерюнгре сверхпроходимый транспорт попробовали в Якутии. Как себя показывает эта техника? 100 лет комсомолу. По стране проходят торжественные события в честь юбилейной даты. Сюжет из Алдана. Вы смотрите итоги дня. Мы продолжаем. Самое главное – бюджеты муниципальных образований. Об этом заявил сегодня на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции руководитель региона Айсен Николаев. Он напомнил главам районов о необходимости своевременного предоставления налоговых деклараций, а также о том, что после они будут проверяться на соответствие. Айсен Николаев подчеркнул, что в этом году все документы должны быть сданы в срок, промедлений быть не должно. Перейдем к другим темам. Покупка квартиры – одно из важнейших событий в жизни каждой семьи. Влад, как ты считаешь, на какой вопрос возникает перед поиском и выбором квартиры? Думаю, что это очевидно. Новостройки или вторичный рынок. Наш корреспондент Кристина Якупова работала над этой темой. Далее о том, как сделать правильный выбор, что говорят специалисты и эксперты в области недвижимости. Ранее Татьяна с мужем жили с родителями в крупнопанельной пятиэтажке. Молодая семья вступила в долевое строительство и приобрела квартиру в строящемся доме. Обрадовавшись быстрому возведению, заселились. Не тут-то было, как говорится, переехали, но это невозможно. Буквально через месяц на потолках, во-первых, трещины уже какие-то пошли неизвестные. Вообще простоит оно или обрушится этот дом, жить страшно. Слышимость, грубо говоря, как будто стены из гипсокартона сделаны. В связи вот с такой ситуацией, естественно, планируем эту квартиру сейчас продать и какого-то более надежного застройщика найти, чтобы уже хорошую квартиру, может быть, конечно, немного подороже купить, но заехать уже и жить нормально. На сегодняшний день в республике идут работы на более чем 100 объектах долевого строительства. По словам специалистов, чтобы у жильцов новостроек в будущем не было проблем, решать их надо и еще на этапе подготовки при разработке проекта дома. Проблема в многоэтажных домах существует, и надо начинать именно с изменения проекта, то есть пересмотреть варианты устройства тепловой защиты, да, увеличение ее именно. Когда мы делали вот экспертизу, да, потом ты когда рассчитываешь в программе, то уже видно, что начиная от проекта уже закладываются ошибки, то есть они не учитываются. Все это может привести к ухудшению качества жилья. Однако на его цену это влияет незначительно. Ведь со всеми проблемами жильцы столкнутся лишь заселившись. Впрочем, и на рынке вторичной недвижимости хватает своих минусов. В итоге каждый покупатель делает свой выбор. Зависит от того, что хочет клиент, да? То есть многие хотят вот взять на первичном рынке квартиру с черновой отделкой, чтобы именно под себя, под свой вкус. Ну и, соответственно, чтобы немножко сэкономить, потому что цены на первичное жилье ниже. А на вторичном рынке берут люди, которым
необходимо заселиться здесь и сейчас. Да. Плюсы приобретения вторичного жилья, состояние здания и самой квартиры легко оценить еще до покупки. Можно найти жилье в любом районе города. Ну а к минусам можно отнести износ дома, сантехники и проводки. Также есть определенные риски, связанные с юридической чистотой квартиры. Рассматривая участие в долевом строительстве нового дома, плюсами можно назвать цену, большую площадь, соответствующую современным требованиям, новые коммуникации и быстрое оформление документов. А главный недостаток – риск покупки долгостроя. Строительство объектов, жилых, например, зданий, можно определить по обращению, да, наших граждан, которые вселились в новые дома. Можно сказать, что по объему, количество обращений по качеству, в год порядка 20-30. И, конечно, жалобы поступают не по всем застройщикам, да, по определенным. Есть такие застройщики, по которым вообще нет жалоб. Покупка квартиры – одно из важнейших событий в жизни каждой семьи. О новом красивом доме с уютной и облагороженной территорией мечтает каждый покупатель. Но, к сожалению, зачастую все зависит от совести застройщика и подрядчика. На рекламных фотографиях все выглядит очень красиво. Благоустроенный двор, новые дома, развитая инфраструктура. Огромные микрорайоны возводят очень быстро. Строители о качестве работы при такой скорости часто забывают. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. Ну а теми собственниками квартир, которые не платят за тепло, занялись в Нерюнгри. Счета злостных неплательщиков арестовывают. Это касается как личных, так и зарплатных. Только в третьем квартале этого года арестовали больше 3000 счетов, владельцы которых суммарно задолжали энергетикам 140 миллионов рублей. К этой крайней мере энергетики совместно с судебными приставами прибегли после неоднократных предупреждений. На сегодняшний день подобные санкции ждут еще более 600 неплательщиков. Вездеход «Шерп» своей сверхпроходимостью многих впечатливший теперь в Якутии. Транспорт был создан на основе разработок отечественного конструктора и серийно выпускается в Петербурге. Технику оценил и наш корреспондент в Нерюнгри Сергей Козюра. К сожалению, отечественный автопром все еще оставляет желать лучшего. Но радость удваивается, когда на рынке появляется российская техника, за которую действительно испытываешь настоящую гордость. Друзья, вездеход «Шерп» в Якутии. Мирный, Якутск, Алдан и теперь Нерюнгри. Команда «Шерп» с демонстрационным показом возможностей вездехода и тест-драйвом колесит по республике. Со слов организаторов турне, в Якутии высокая потребность в данной технике. Количество шерпов в Якутии, оно уже такое довольно-таки высокое в связи с тем, что техника первой необходимости – это корпоративный сектор, это, то есть нефть, газ, алмазы, да, это какая-то социальная сфера, это когда нет сообщения с какими-то определенными улусами, и в межсезонье нужно туда попасть, это для них очень актуально. Это также частный сектор, это рыбалка, охота, туризм. Вездеход, получивший имя «Шерп», без проблем преодолевает валуны, поваленные деревья и другие препятствия. Он отлично плавает, без затруднений проходит болото и глубокий снег, а также способен с легкостью выходить из воды на лед. Оснащен 44-сильным полуторалитровым японским турбодизелем Кубота и имеет уникальную авторскую разработку подвески. Техника просто действительно удивительная. У него пневмоциркуляционная подвеска. То есть у него давление в колесах меняется от того, когда он наезжает на препятствие. У него в колесах дополнительные баки. Вы представляете, у него свой бак на 58 литров и в каждом колесе еще по запасному баку на 50. Расход у него 2-3 литра соляры на час езды. Он не километражом меряется. Техника действительно просто везде, на нем везде можно ехать. Возмущающим фактором для многих является, конечно, высокая цена. Но, как говорится, спрос рождает предложение. А снегоболотоход «Шерп» пользуется спросом уже во всем мире. Сергей Козюра, Нерюнгри. Навигацию этого года в Ленском речном порту завершило судно, пришедшее из Осетрова. Речники отметили, что в этом году, благодаря хорошим погодным условиям, также высокому уровню воды, навигация увеличилась по срокам в сравнении с прошлым годом. По словам речников, сезон отработали слаженно, без накладок. План выполнили практически все.
В Мирном проходит двухдневная школа личностного роста «Перспектива». 60 человек в возрасте от 14 до 35 лет посещают полуторачасовые сессии с тренингами, лекциями, тестовыми и групповыми играми. Ежегодный образовательный форум в алмазной столице проводится уже в 6-й раз. Цель – это повышение личной эффективности. Это программа, которая учит ребят развивать знания, умения в целеполагании, в планировании своего времени, в планировании своих дел, в коммуникациях, в умении работать в команде, организовывать, собирать команду, в умении придумывать, генерировать идеи для каких-то проектов. У меня такой сейчас переворот прям внутри, потому что я раньше воспринимал это как-то несерьезным, но сейчас, когда общаешься с людьми, знакомишься, это довольно круто. Все игры, они проходили очень интересно, все люди незнакомые, но за 2-3 часа мы начинали вместе уже думать, то есть вместе что-то чувствовать, даже вместе на подсознании думать, когда мы не видим друг друга, но мы делаем одно и то же, это очень здорово. В этот день, 29 октября 1918 года, на Первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи. Сегодня комсомолу исполняется 100 лет. В Якутске прошел ряд торжественных мероприятий в честь этой знаменательной даты. Отмечая столетие комсомола, мы, конечно, вспоминаем свои молодые годы, свои беспокойные сердца. Но, с другой стороны, мы такие же, наверное, были, как современная молодежь. Хотели лучшего, чтобы было интересно, творчество было раскрыто у каждого, потенциал был востребован. С этой точки зрения было хорошо то, что это была единственная молодежная организация, она была открытая, она воспринимала всех желающих, и не зря вот этот союз, школа воспитания в этом союзе прошли более 300 миллионов юношей и девушек великой страны. Комсомол, комсомольская работа. Я и семью создал в комсомоле. Моя супруга, бывший секретарь райкома комсомола Верхневилюйского. Я был сам в Верхоянском райкоме комсомола секретарем, в Булунском, первым горкома комсомола в Якутске, в обкоме комсомола руководил. Поэтому и биография моя, и основа моей трудовой биографии, моей личной жизни, семейной жизни, они заложены в этой организации, поэтому, конечно, все связано с ним. Ну и друзья мои, которые по жизни со мной до сегодняшнего дня, они тоже появились тогда. В честь столетия комсомола шествия прошли во многих городах России. Участники несли в руках транспаранты с комсомольскими лозунгами и пели песни комсомольских лет. Например, в поселке Ленинский Алданского района прошел митинг с участием местных школьников, рассказывает Руслан Павлов. Незнакомая для школьников, но такая привычная глазу старшего поколения картина торжественного собрания с атрибутами комсомольского движения, пламенными речами и призывами. Все это до сих пор предмет ностальгии и гордости граждан нашей страны, которые носили почетное звание «комсомолец». Комсомол, молодость, она, в общем-то, продолжается в моей жизни. И не только в моей жизни, те, которые окружают ветерана комсомола. Это такие вехи, их из истории не вычеркнешь. И поэтому я всем ветеранам комсомола желаю здоровья и в комсомольском задоре жить, творить и вспоминать историю. В год столетия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи проходит масса различных мероприятий. Накануне юбилейной даты школьника поселка Ленинский Алданского района вспомнили передовое движение молодых комсомольцев шахты имени Александра Косарева, которое зародилось в 30-е годы прошлого столетия. Движение «Зажги свою звезду» ширилось и гремело по всей стране, Союзу Советских Социалистических Республик. Опыт шахтеров Косаревки был подхвачен в 60-е годы под этим же девизом комсомольско-молодежными экипажами, бригадами шахт по добыче слюды в Ильконке, Эмельджаке, Илмахе в Алданском районе. Нынешние школьники мало знают о ВЛКСМ, этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации. Сегодня уже другие идеологии и ценности. Однако объединение молодежи в единую организацию все больше заботит общественность. Нужны, наверное, активные люди, которые будут заинтересованы в этом, которые за собой поведут детей
И пусть это будут не только педагоги, но и родители, я думаю, молодые, которые за собой бы повели детей, и своих, и других. Мероприятия, посвященные столетию комсомола, не ограничатся днем рождения организации. Они будут продолжены. А 7 ноября в Алдане состоится большая конференция комсомольцев разных лет, наподобие тех, что были неотъемлемой частью советской эпохи. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, поселок Ленинский, Алданский район. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе.